Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde Garete kanalı Gagauzya Güngünden programmasının hemden götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Komrat Bolnitsa Rehabilitasya Bölümü yöndericisi doktor rehabilitator geriatr Yelena Dmitrievna Russo. Zaman hayır olsun size Yelena Dmitrievna. Çok sağ olun. Kabul ettiniz bizim teklifimize de geldiniz. Bugün katılırsınız Gagauzya Güngünden programmasına. Sağ olun. Saygılı seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız. Bu stüdyoda kalın bizimle. Lena Dmitrievna, nice bilir, siz çalışırsınız Komrat Bolnitsa Rehabilitasya Bölümünde. Şimdiden sonra 8 yıl. Söylesiniz, ne getirdi sizi bu işe, hem de ne için ayırdınız mahsus bu zanata? Можно на русском? Buyurunuz. Саунус. Придя в медицину, у меня масса событий произошла в моей жизни, да, что предшествовало приходу этому в медицину. Наверное, любовь к людям и желание быть полезной для общества, желание быть в той специальности, которая, наверное, была рождена вместе со мной, просто осознание того, что эта специальность исключительно для тебя тоже существует, она пришла чуть-чуть позже, чем, наверное, у всех ребят. Поэтому после первого университета я поступила на медицинский и продолжила обучение уже в медицинском университете. Наверное, большой вклад в то, что я пришла в свою профессию, вложила моя мама, потому что она медработник со стажем, заслуженный медработник Гагаузии, которая проработала в сфере здравоохранения около 50 лет и продолжает сейчас работать. Поэтому она для меня стала личным примером для подражания, примером для того, чтобы я, как и моя мама, могла быть максимально полезной в обществе и в жизни для людей. Lena Dmitrievna, kendi sözünüzde söylediğiniz hani geçtiğiniz bir yüksek okulundan ikinciliğe. Da. Bu 8 yılın içinde hiçbir zaman mı pişman olmadınız hani mahsus ayırdınız medicina bölümünü? Нет, конечно, абсолютно. Ни разу у меня не было никаких сомнений по поводу того, что я выбрала дополнительно профессию доктора. Вы знаете, одна польза и одни плюсы. С течением времени я все больше и чаще убеждаюсь в том, что я на верном пути. Anlatsanız kimdi ilk sizin öğreticileriniz? Первые мои учителя — это, конечно же, наши педагоги, педагоги нашего прекрасного университета медицины и фармации города Кишинев. Это весь педагогический состав университета, состав резиденциата. Поэтому огромное спасибо. И, пользуясь случаем, заодно привет всем моим преподавателям, которые вложили в меня тоже непосредственный вклад. Придя уже в профессию, придя уже на работу после университетского образования, естественно, это уже все доктора, которые со мной в коллективе работают, они все стали моими первыми учителями. Самым первым, в любом случае, опять-таки отмечу, это Алла Николаевна, которая мне помогала стать администратором в своем отделении, потому что я пришла изначально сразу на заведование. Все-таки это немножко рисково для специалиста, который только-только начинает работать после резиденциата. Поэтому она очень быстро меня ввела в курс дела, проинструктировала, задала мне тон рабочий, частично повлияла на формирование, наверное, моего имиджа врача. И в дальнейшем у нас посредством такого хорошего пускового механизма, который мне задала Алла Николаевна, уже присоединились все мои остальные коллеги. Поэтому они все мои. Artık geleceğe soruşum bağlıydı bununla ama tabi sonra okuyacağım hem de siz getirdiğiniz aklınıza ne kim o ta Allah Nikolaevna'dan karya size yardımcı oldu. Saklamayacağız hani praktika bu bir, teoriya bu başka. Biliriz hani kaliteli iş olur, açılımlar beraber. İsterim getiresiniz aklınıza kim o Allah Nikolaevna'dan karya da size yardımcı oldu işinizde. İlk kim size gösterdi işi? Первые — это все наши заведующие, о которых я сейчас могу, в принципе, индивидуально сказать. Первая — это Алла Николаевна Харко, заведующая неврологией, Алла Петровна Балабан, заведующая отделением терапии, Валентина Дмитриевна
Чебан, заведующая отделением инфекционным, Альбертян Петрос Нарсесович, заведующий отделением хирургии, Плохотнюк Андрей Алексеевич, заведующий реанимацией, в том числе и наш фармаколог, наши фармацевты, в общем, все мои коллеги. Сөйлесеңіз, Елена Дмитриевна, туторермі сізде бұл дел колай, ама жауаплы ішіңізде сізден айленіз? Да, конечно. Конечно, без поддержки своей собственной семьи, наверное, я не добилась тех результатов положительных в своей сфере, какими сейчас я могу, в принципе, о каких я могу сейчас свободно рассказать, потому что то, когда изначально тебя дома поддерживает твоя семья, и каким образом они формируют твое настроение изначально перед выходом на работу, задают тебе тоже какие-то задачи и цели, опять-таки в рабочем таком контексте, то есть надо, несмотря на усталость, несмотря на дискомфорт, несмотря на все какие-то мировые проблемы, ты должна, все получится. То есть поддержка колоссальная. Это поддержка моей семьи, моего мужа прежде всего, и моих родителей с обеих сторон, родители моего мужа, мои родные родители, моя сестра, в общем, все мои близкие. Все всегда со мной. Елбетке анаңыз Нчаталия сөйдіңіз, 50 ел çalışır медицина сферасында, onun için büyük yardım ben sanırım hani size verir bu arada. Да. Hem ne sosyal nasihatları verir size, nice daha doğru kendisine doktor kullansın hem de götürürsün süreceğiz hasta insanlarla. Söyleseniz, bakışınız için medisinanın etik aspektlerin hem profesyonel etikanın принципları için size onlar ne? Я думаю, что этические аспекты медицины, наверное, не прежде всего подразумевают соблюдение принципов автономии пациента. В том числе, конечно же, это качество, атмосфера, создание надежности и доверия в отношениях врач-пациент. Это те отношения, которые врач и пациент устанавливают между собой для того, чтобы существовало доверие. Врач должен гарантировать обязательно конфиденциальность информации, опять-таки в отношениях врач-пациент. Врач должен быть эмпатом прежде всего, он должен уметь внимательно выслушивать, он должен суметь довести ту информацию о существующем физическом, психическом состоянии пациента ему, то есть изложить это таким образом, чтобы это было понятно и доступно пациенту. Обязательно нужно излагать все свои мысли правильно, прежде всего в таком контексте, ни в коем случае не нарушая прав и каких-то границ самого пациента индивидуальных. Обязательно отвечая очень вежливо, при этом достаточно прямо и абсолютно исключая какого-либо грубость или же какую-нибудь, знаете, неприятную такую ситуацию, которая иногда возникает в отношениях врач-пациент, потому что мы все достаточно импульсивные, и все люди в нынешнее время имеют синдром хронической усталости, поэтому нужно максимально себя собрать и не дать волю своим эмоциям, несмотря на то, что пациенты разные, иногда сложно работать с людьми, но врач должен быть всегда образцом поведения. Size her zaman mı uyar bunu yapma? Söyleseniz işinizde. Вы знаете, в последнее время становится очень сложно, потому что, наверное, ввиду того, что в мире сейчас очень неспокойная обстановка, конечно, есть и психологические последствия пандемии, какие-то стагнационные моменты, нестабильное такое военное положение, да, то есть все, что накладывает абсолютно тяжелый неприятный отпечаток на психологию каждого из нас. Естественно, это мне тоже очень близко, естественно, это все тоже переживаю, естественно, есть какие-то житейские проблемы, как и у каждого человека. Но придя на работу, ты должен обо всем этом забыть,
Я стараюсь этого придерживаться принципа. Я надеюсь, что у меня это прекрасно получается. Надеюсь, что это будет получаться и в дальнейшем. Поэтому срывов пока никогда не было. Я надеюсь, что не будет, потому что 7 лет воспитания и плюс еще вот собственная принципиальность в этих моментах. Söylesiniz, ne görüyorsunuz medisina bölümün ilerlemek perspektivalarını geleceğe zamanlarda? Очень интересный, актуальный вопрос. Я думаю, что сейчас вообще сама отрасль медицины, само здравоохранение, оно находится, можно сказать, наверное, на пороге революции. Потому что сейчас медицинская отрасль, она настолько хорошо развивается в таких направлениях, как персонализированная медицина, как телемедицина, как внедрение каких-то инноваций диагностических, в общем, и для того, чтобы суметь правильно пролечить людей. То есть абсолютные инновации в диагностике и в методах лечения. И, конечно же, я так думаю, что здравоохранение и сама медицина будут развиваться в последнее ближайшее время и последующее в плане профилактических, с упорством на профилактические все-таки мероприятия и делать акцент на общественном здоровье. İlenmeden anlatsanız bağlantılar için pacientlarla nice doğru onlarla bağlantıları kurma ki pacientlar açıklasınlar kendi durumunu, diyeceğiz hallerini, bir lafla diyeceğiz inansınlar doktorlara. Bilirsen bu problema var. Da. De sadece bizde burada, Sucez Gagauzya ya da Moldova devletinde ama bütün dünyada. Niye bizim pacientlar korkuyorlar doktorlardan? Я из своего опыта могу рассказать о том, что частенько бывает, что ко мне, приходя пациенты первый раз, не зная меня лично, они с каким-то страхом иногда на меня смотрят. Я в первое время не понимала, почему. Пациенты это аргументировали тем, что частенько от медперсонала имеет место быть грубоватое отношение и грубоватое обращение к пациентам. Правда или неправда, но такой звоночек, он уже прозвенел. Поэтому мы частенько все друг друга всегда призываем. Опять-таки повторюсь, все мы устаем, у всех у нас есть свои проблемы, но, пожалуйста, нужно быть более внимательными, нужно быть более добрыми в этом плане, потому что человек, приходя к тебе, он приходит к доктору с определенной болью, с определенной проблемой. Мы должны учитывать тот факт, что есть психологические проблемы, есть соматические проблемы у человека. Поэтому всегда нужно иметь это в виду. И при таких контактах врач-пациент нужно всегда иметь вот эту эмоциональную составляющую, да, вот какую-то золотую середину перенять для того, чтобы пациент тебе доверился. Опять-таки, повторяем, это правильность при принятии пациента, то есть заходя, пациент к врачу должен увидеть благосклонный такой эмоциональный момент, то есть врач должен улыбнуться, должен спросить прежде всего о проблеме и в процессе знакомства должен задавать конкретные вопросы. Есть очень деликатные вопросы, где нужно тоже очень тонко уловить психологическую составляющую пациента и правильно их задавать. Потому что не всегда пациент может адекватно воспринять вопрос доктора. А вопросов может быть очень много, могут быть очень интимные вопросы. Поэтому здесь уже подключается наша работа психологов. Поэтому каждый доктор должен изучать психологию, и самые тонкие психологи все-таки это медработники. Söylesiniz nasıl doğru doktor lazım yaklaşsın hastayı ilaçlama diyene doktorun rolü hem önemli bu сферада. Значит, для того, чтобы пациент тебе доверял, для того, чтобы был эффект от твоих манипуляций профессиональных, то есть диагностических манипуляций, лечебных манипуляций, пациент прежде всего должен довериться. То есть без доверия дело у нас не пойдет. Доверительные отношения – это прежде всего теплая, уютная атмосфера. На все отношения врач-пациент и на
коммуникации между двумя этими элементами очень благоприятное влияние оказывает и атмосфера, в которой происходит эта коммуникация. То есть всегда должно быть хорошо, просторно, тепло, уютно. В общем-то. Çok sağ olun Bülent yerinden anlatırsınız Elena Dmitrovna. Anlatsanız kendi başına ilerlemek hem her zaman öğrenmek стратегиясы için. Я хочу сказать, что, наверное, в нынешние времена мы являемся очень счастливыми докторами, потому что сейчас, ввиду того, что мир шагнул вперед, то есть у нас интегрированы абсолютно все инновационные технологии, мы имеем массу источников, где черпать свои знания. То есть можно начать с самых простых, это курсы усовершенствования, это участие в каких-то семинарах, это обмен опытом обязательно, это участие в каких-то клинических исследованиях, это регистрация на каких-то медицинских платформах. В данный момент я о себе скажу, чем я пользуюсь, что я, в принципе, рекомендую каждому из своих коллег. Это Medscape, это UpToDate, это Unimed и Кокрейновская библиотека. То есть это мои самые любимые медицинские платформы, они абсолютно доступны, они бесплатные. В том числе и чтение каких-то гайдлайнов, проведение вебинаров. В общем, вот это все дает нам возможность черпать максимальное количество знаний и слушать и слышать об опыте наших коллег, тем самым делиться опытом друг с другом. Siz gidersiniz vakitla bir yoldan, bir burada bu çok eder. Sağ olun anlattınız. Kendi kolegalarınızda nereden alırsınız informasiya, nereden kendi başınıza öğrenirsiniz hem de ilerlersiniz. Anlatsanız daha derinden dil aslı intellekt kullanması için medisinada, onun rolü için hem perspektivalar için doktorun bakışı şimdiki teknolojilara sağlığın korumasında. Да, это очень интересная тема, очень такая интегрированная в нашу жизнь сейчас, потому что, наверное, каждый из нас в своей практике пользуется возможностями искусственного интеллекта, потому что вся вот эта вот инновационная система, это и есть, по сути, искусственный интеллект. Он, опять-таки, состоит же из нескольких составляющих. Та же персонализированная медицина, которая основана в основном на том, чтобы искусственный интеллект проводил какие-то генетические исследования, давал необходимую информацию для доктора, для того, чтобы более адаптированный план диагностики был под этого пациента и лечения. Та же телемедицина, которая сейчас одна из самых модных и очень, наверное, правильных, потому что с приходом такой практики, как телемедицина, у нас есть возможность дистанционно проводить удаленно какие-то диалоги с пациентами, то есть вести прием дистанционно. И плюс, очень большой плюс в телемедицине в том, что пациенты из более отдаленных регионов имеют возможность получить вот эту дистанционную консультацию. То есть это, на самом деле это очень сейчас удобно. Плюс персонализированное управление данными пациента. То есть это уже существование многих программ, да, где собрана вся личная информация пациента, начиная от рождения и информация, которая существует на сегодняшний день. То есть это вся динамика ведения пациента с рождения и до нынешних дней. Это очень-очень удобно. И опять-таки можно еще сказать о том, что, наверное, благодаря искусственному интеллекту, я так думаю, и так думают очень многие люди, телемедицина будет делать плавный переход к телехирургии, когда уже под руководством доктора будут осуществляться хирургические вмешательства роботами. В общем, мы к этому идем, и мы должны быть готовы к этому.
Но, опять-таки, нужно отметить важность формирования очень таких адекватных отношений между человеком настоящим и искусственным интеллектом. То есть должна быть золотая середина, потому что все-таки искусственным интеллектом управляет живой человек. Elbette yaşarız innovatsiya asırında bu verir büyük kolaylık. Sadece medicina bölümünde ama başka sferalarda da daha kolay, daha hızlı yetişme, yazılma süreci ise doktorlara. Конечно. Biz Tayler'e bunun için varınca söylemen düşünmerdikten yetişeceğiz. Böyle vakitler ama şükür Allah'a hani var bu kolaylık büyük günler. Hani gitmemeye, durmama poliklinikalara süreci sıralarda ama yazılma da girmeye kendi vakitinde. İlan lütfen söylesiniz, nice görüyorsunuz kendi unikal ilerlemenizi medisinada hem ne soy pahalılıkları siz kullanırsınız mahsus kendi doktor brandında. У меня пек уникал bir soru, pek önemli. Да, на самом деле очень интересный. Я считаю, что свой уникальный вклад я еще не внесла в медицину. Это будет в скором будущем, когда я защищу докторскую диссертацию, тему которой я уже выбрала. Поэтому тем самым какой-то уникальный маленький вклад он будет. Но на это нужно... Тема? Я пока не могу ее озвучить. Тема будет касаться реабилитационных мероприятий, то есть это будет тема из моей специальности. Но по поводу такого, знаете, более адаптированного вклада в медицину, я, наверное, выскажусь, как высказываются многие доктора. Наверное, в медицине нет ничего более гуманного, чем укрощение боли. Поэтому мы ежедневно, находясь на передовой, делаем так, чтобы человеку минимизировать какие-то страдания, чтобы облегчить эти страдания, чтобы убрать боль, выявить причину боли, ликвидировать ее, либо немножечко ее уменьшить. Плюс могу отметить, что, будучи заведующей своего отделения, мой непосредственный вклад ежедневно – это первое – это создание благоприятных условий физических и психологических для моих пациентов. Это уют, комфорт, атмосфера, потому что этим я тоже сама лично занимаюсь. Это соответствующее оснащение, которым я тоже лично занимаюсь. Это профилактические мероприятия, то есть этот момент уже касается непосредственной реабилитации, да? Она направлена на профилактику, поэтому мы ежедневно осуществляем профилактические мероприятия для того, чтобы человек не декомпенсировал. То есть все делаем заранее. Я считаю, что это тоже достаточно хороший вклад, потому что медицина будущего, собственно, этим, скорее всего, и будет заниматься, потому что все реформы, ныне существующие, они направлены именно на профилактику, не на лечение заболеваний, а профилактические мероприятия. Поэтому это наша стихия сейчас. И, конечно же, я считаю, что мой вклад еще в том, что я, как представитель человечества, решилась стать доктором, потому что я считаю, что каждый человек, пришедший в медицину, это герой моего времени, потому что это на самом деле очень сложно. Это не столько сложно в плане обучения, сколько сложно психологически, да, то есть здесь ты себя воспитываешь по новой. Ты self-made, ты делаешь сам себя изначально, и все, что ты в себя вкладываешь в этот момент, в принципе, это и является твоим личным брендом. Но говоря уже, наверное, о бренде, частенько сейчас достаточно актуальные лекции по поводу бренда врача. Это такой неологизм, это модное понятие сейчас в медицине. Оно, опять-таки, можно сказать о том, что существует несколько элементов этого бренда. Это твой собственный имидж, это репутация, это опыт. Это умение коммуницировать с людьми, это твоя экспертность, это твоя узнаваемость, это твоя специализация, это твоя, наверное, уникальность в том числе, потому что ты, будучи доктором, всегда должен шагать в ногу со временем. Не забывать о том, что у нас не регресс, а у нас прогресс. То есть это такой девиз у нас постоянный, это опять-таки присутствие, обязательное присутствие в медиапространстве
То есть это ведение какого-то YouTube-канала, подкаста, ведение какой-то страницы в социальных сетях, но уже профессиональной. То есть из этого всего можно создать вот такой вот отдельный личный бренд доктора. То есть я вижу это так, я понимаю это так. Говоря, наверное, о своих самых сильных сторонах своего бренда, я, наверное, не постесняюсь и отмечусь, что это точность и надежность. И в том числе уже все остальные составляющие. Çok sağ olun böyle derinden açıkladınız bu soruşu. Elin ne söylerler hani insanı bir laf var nasıl ilaçlasın ama zor vakitte söylersin bir şey yanlış var nasıl hastalandırsın. Конечно. Siz ne var nasıl söylersiniz bu işince doktor? Nice size uyar bundan güreşmeye? Я абсолютно согласна с этим высказыванием, потому что каким тоном и как ты преподнесешь информацию пациенту, от этого очень зависит дальнейший ход событий, да, в плане лечения, в плане реабилитации, в плане выздоровления. Я частенько сталкивалась с тем, что абсолютно безнадежные пациенты, которые имеют какой-то лимитированный прогноз ввиду того, что есть какие-то тяжелые заболевания, онкология, какие-то терминальные состояния любых соматических заболеваний. Эти пациенты, они заперты в себе, естественно, они уже не воспринимают ничего, но это тоже можно понять, поэтому с такими пациентами прежде всего нужно, кстати, тренировать навыки человека в себе и психолога. То есть мы всегда должны поддерживать, мы всегда должны говорить о том, что есть Бог, после есть доктора, после Бога, и есть сам пациент, который должен нам помогать. Я всегда прошу поддержки и помощи у своих пациентов, объясняю им то, что без их помощи, без их желания ничего хорошего у нас не получится. Поэтому, говоря об актуальности вашего вопроса, наверное, бывает такое, да, что кто-то высказывается как-то резко. Я не приемлю это в своей практике. Поэтому у меня только все позитивно, по-доброму. Bravo. Nice tayları söylediniz. Geçtiniz bir yüksekokuldan ikinci yüksekokula, başladınız meditsina yüksekokulunu çalışırsınız bugünkü günler, 8 yıl. Söylesiniz, sizin yaşamak deviziniz ne? Ой, мой девиз самый главный – это идти по жизни вперед, не обращать внимания на какую-то критику, на какие-то проблемы, которые существуют у каждого человека, потому что, ну, как говорится, доброжелателей тоже набирается, несмотря ни на что. Ты должен себя позиционировать как человека гуманного, как человека со стержнем, как человека знающего и понимающего, в чем его предназначение в этом мире, потому что уже после окончания 2 университетов я конкретно уже понимаю, куда мне надо двигаться и какие цели я преследую, просыпаясь каждый день. То есть должна быть конкретно задача, их у меня просто масса еще, непрерывное обучение, это тоже мой девиз, потому что без обучения мы деградируем. Поэтому, говоря вот о всех вот этих массовых технологиях, о ресурсах наших по поводу черпания знаний, мы сейчас имеем для этого все, поэтому мы должны этим всем пользоваться. И всегда при всех любых обстоятельствах, несмотря ни на что, образованность это хорошо, но ты должен оставаться прежде всего человеком. Поэтому мой девиз – цель, образование непрерывное и нужно помнить о том, что у нас есть сердце, есть душа, и мы должны прежде всего в себе воспитывать человека с большой буквы. Meditsina uğrunda Elena Dmitrievna siz yaptığınız büyük adım çünkü çoğu insanlar hastalar angılara yattılar. Sizin bölümünüzde angılarını siz ilaçladınız. Her zaman sizin için pek ıslah söylerler. Ben pek kısmetliyim, hani işitirim bu lafları. Da sanırım siz de şimdi kısmetlisiniz çünkü bu söyler onu hani var niye ta çalışmam da var niye yüreğime ta. Söylesiniz ne baş soruşlar angılarına siz karşı gelirsiniz kendi praktikanızda hem de ne onları çözersiniz. Uyar mı çözme onları? Да.
Очень много вопросов в моей практике возникало касаемо, к сожалению, касаемо условий пребывания моих больных. То есть мне пришлось перепрофилироваться и понимать, как все устроено для того, чтобы создать уют, комфорт для своих пациентов. Очень много вопросов возникает у нас в процессе диагностических каких-то мероприятий. Какие-то, наверное... Нет, я сейчас по-другому скажу. Есть такое понятие, как междисциплинарная такая взаимопомощь между докторами. Поэтому в этом еще существует проблема, к сожалению. Несмотря на то, что мир шагнул вперед, и мы имеем возможность делиться опытом друг с другом и сообща приходить к какому-то общему мнению. Но, наверное, если будет налажена вот эта вот цепь, да, междисциплинарных отношений между докторами различных сфер для более, конечно, эффективной диагностики, для более эффективной разработки схем лечения, эффективной реабилитации и выздоровления, то таким образом решатся очень многие проблемы. Поэтому с этим я сталкиваюсь, но я так думаю, что со временем и это у нас тоже наладится. Ну, так, в принципе, у нас все уже на своих местах. İlhan Dmitrovna, programımız yaklaşır sonuna ama pek çok soruşum kalır da isterim yönlemlere yine siz cevap edesiniz. Söylesiniz ne su değişilmekleri medisinada siz gördünüz bitki birkaç yıl hem de ne su onlar belli ettiler sizin praktikada. Много чего хорошего было выполнено. Я надеюсь на то, что как мы пошли, так мы и пойдем дальше, потому что мир развивается, мы развиваемся. Очень большой плюс в том, что развиваются дистанционные методы обслуживания пациентов, в том числе то, о чем вы говорили. То есть это та же запись к семейному врачу. Это все очень облегчает работу медработников, то есть это намного удобнее, чем было раньше. Естественно, развитие диагностических возможностей. То есть у нас в данный момент есть практически все самое базовое необходимое для того, чтобы вовремя осуществить диагностику и выявить причину какого-либо заболевания. Слава богу, на данный момент Камрад и сама Гагаузия находятся тоже на ступень выше, чем было раньше. То есть мы уже тоже на где-то революционном каком-то таком пороге стоим в этом плане. Плюс еще один момент. У нас, слава богу, потихонечку интегрированы в нашу работу молодые специалисты. Очень хороший, оптимистичный момент, потому что это была очень большая проблема, и посредством очень многих, в том числе и государственных программ, молодые специалисты сейчас работают с нами. Ребята, многие хотят возвращаться, потому что мы видим развитие своей автономии. Я думаю, что так будет и дальше. Bravo söyleyeceğim. Hani siz başardığınız Türkiye okuluk işine döndünüz geri memleketinize. Da siz burada kendi doğma yerinizde çalışırsınız. Bunun için bir ayrı sağ olsun. Hem de sadece benden ama bütün Gagauzya'nın yaşayanlarından. Söylesiniz nasıl bu yıl geçti Komrat Больница реабилитация bölümü için? Bütünden ne çıkışlarla yaklaşırsınız yılın bitkisine? Я хочу сказать о том, что в течение этого года нами была проделана тоже большая работа по поводу оснащения моего отделения всей необходимой материально-технической базой. У нас функционирует очень много новых аппаратов, которые мы сейчас разворачиваем, то есть это расширение кабинета физиотерапии. Я так думаю, что очень скоро, может быть, даже после Нового года у нас будет открытие тренажерного зала, который я планирую ориентировочно на конец января. То есть будет достаточно функционально для моих больных, которые ожидают тренажерный зал очень долго и мечтаем об этом, чтобы уже наконец-то имели возможность заниматься. Возможно, в моем отделении будет уже работать кинетотерапевт, имея уже массажиста, который занимается и гимнастикой, кроме массажа, у нас будет и кинетотерапевт, поэтому для нас это очень большой рывок вперед.
Мною сейчас пишутся несколько проектов на грант. Первый по поводу благоустройства территории моей прилежащей, по поводу фасада здания, потому что наверняка уже всем известно, что единственная проблема — это фасад, так как крыша нами сделана, ремонтные косметические работы внутри нами сделаны, остался фасад, территория и некоторые моменты по поводу оснащения кабинета кинетотерапии. То есть это у нас уже в дальнейшем. Мы работаем, и я думаю, что следующий год будет отличный. Tamam, geleceğe soruşum bağlı. Bundan da bunda başarıyız programımızı. Çünkü yaklaşır 2024 yıl. Burada pek az vakit kaldı. Sizin bir var kolayınız. Елена Дмитриевна Kutlayasınız. Sinca Gagavuzya'nın Юля Moldova devletin yaşayanların da gelen 2024 yılla ne susi nasatla ne susi sözle. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие жители нашей автономии, жители Республики Молдова и всего мира, скоро наступит самый прекрасный, самый ожидаемый, желанный, волшебный день в году. Это день Нового года, прихода Нового года. Я желаю каждому из вас осуществления всех мечт, осуществления самых заветных пожеланий. Я хотела бы пожелать, чтобы в каждой вашей семье всегда сохранялся уют, тепло, взаимопонимание, любовь и поддержка. Чтобы все самые старые нерешенные задачи и проблемы остались в прошлом году, а в новом году в новые такие возможности вы вступили с прекрасным настроением, с яркими впечатлениями, чтобы у вас все было красиво, уютно, и чтобы, конечно же, в каждой семье и над нашей головой был мир. С Новым годом наступающим! Biz de Gagavuzya Radyo Televizyonu'nun cümle kampanyanın uzmanları kutlarız sizi bütün candan hem de yürekten geleceğe 2024 yıldan Allah başlasın mutluluk dünyada iyi başarılar hem de hepsi niyetler anlarını siz istersiniz. Allah yardımcı olsun da aslaya çıksınlar. Спасибо большое. И вам того же. Saygılı seyircilerim, Gagavuzya'nın yaşayanları istem getirmesin aklınıza. Bugün bizde stüdyoda bulundu. Komrat Bolnitsa Rehabilitasya Bölümünün yöneticisi, doktor, rehabilitator, geriatr Елена Дмитриевна Арусу. Ben size söyleyeyim, kalın sağlıcakla. Gelen buluşlardan kalın GRT kanalında.